В нашей секции истории находится 4 человека. Я представляю конкретно 33-ю школу. Под моим руководством 2 учащихся. Это вот Иванов Никита и Сергеев Альберт. Наш проект заключается как раз-таки стендовая часть. Вначале я предложил ребятам сделать работу чисто по истории. Но ребята, так как они молодые, решили, что надо взять более молодежную тему. И решили сделать стенд на тему 10 удивительных фактов о космосе. То есть у нас будет через программу Publisher стендовая часть. Ребята сейчас ознакомляются. И сейчас пытаемся освоить как раз таки 3D-моделирование, чтобы один из 10 фактов, там из 8 фактов, создался модель. В этом вся суть нашей работы. Плюс к тому, что эта работа будет мало того, что она интересная, еще и должна быть познавательной для школьников. Сейчас мы как раз таки работаем с программами, то есть теоретическая часть ознакомления с Publisher. Сейчас уже идет создание слайда, потом технология 3D-моделирования, там создание как раз таки рельефа всего. И если как раз таки время останется, то возможно будет сама печать и слайда, стенда, и как раз таки 3D-модели. Ребята, так как они только первый год, они сейчас как раз таки пытаются одолеть программу, потому что за несколько, за 5 дней, за неделю одолеть 3D-моделирование не каждому под силу. Приходится много, особенно на дому брать. Вот. В моем проекте там мы будем исследовать про технику, какую технику используют в космосе, и про что едят люди в космосе, там просторы космоса исследуем. Они сами сначала хотели именно что заниматься полярными сияниями, и оказалось, что их несколько человек, мы их объединили в группу и решили увязать эти полярные сияния с нашими реалиями, то есть как они наблюдаются в нашей Якутии, что они означают для наших предков. Сейчас мы ищем информацию обо всем этом, потом планируется познакомиться с этим поближе, сходить в библиотеку, сходить к людям, которые занимаются нашей мифологией, узнать о них дополнительную информацию, которая будет добавлена в работу. Им нравится узнавать новое, все люди любят узнавать новое. И когда они узнают это самое новое, они узнают также о том, как работают наши вселенные. И полярное сияние, думаю, еще и примечательно тем, что они красиво выглядят. Как в реальности, так и в интернете. Наш проект – это изучение полярного сияния. Мы хотим рассказать людям о полярном сиянии, которые не наблюдают его на своем небосводе. В процессе мы должны изучить само появление полярного сияния, как якуты соотносили его со своей мифологией и когда были полярные сияния над Якутией. К концу мы уже надеемся, что мы сможем закончить наш проект и полноценно его рассказать. У нас Саша работает уже 2-й год по направлению дистанционного зондирования Земли, поэтому у него до того, когда шел до этой темы, у него было очень много предполагаемых тем. Первая тема, которой он работал, над которой, это теплое озеро, и мы хотели его продолжить вначале. Но у нас одновременно возникли некоторые темы у других ребят нашей секции, которые касаются именно озер, например, городские каналы. Поэтому мы как-то решили отходить в этом году от этой темы. Потом у Саши возникла идея рассмотреть именно административные здания, городские строительства, в каком порядке, как они строятся, каковы, совпадают ли они архитектурному плану города Якутска. Но там оказалось слишком много административных документов надо изучать, которые мы не успеем за несколько дней сделать. И поэтому Алексей Анатольевич, наш научный руководитель, предложил нашей группе несколько тем. Один из этих тем – это ледоход в районе города Якутска, ледоход реки Лена. И решили остановиться на этой теме. Вначале, конечно, собирает всю информацию относительно этой темы.
информация, конечно, огромная. В основном мы пользуемся интернетом, что у нас есть в интернете. И, во-вторых, изучаем очень много статей, СМИ изучаем, публикации относительно этой темы и документы, которые относятся к этой теме. Потом, после того, как он отбирает то, что ему нужно, так, теперь надо работать космоснимками. Это уже совсем другой раздел. Так, примерные космоснимки, которые нам нужны, какие периоды, мы заказываем у Алексея Анатольевича. Он в течение нескольких дней их скачивает. Конечно, плохо, что у нас хотелось бы, чтобы интернет у нас был немножко скоростной, поэтому мы можем даже целый день скачать одну фотографию, один фотоснимок, космоснимок. Поэтому задержка только в этом плане. А так работа все идет. Саша очень ответственный человек, во-первых, и во-вторых, заинтересованный. И тему, которую он берет, он всегда доводит до конца. Поэтому я жду от него, мы все ждем от него хорошего проекта. Мой проект на этот раги основной является ледоход на реке Рена. Эта тема очень актуальна в последнее время, учитывая то, что буквально несколько месяцев назад очень сильно затопило районы Актемцев, Хоточчу и вообще пострадала Якутия в основном. Многомиллионные убытки. Моей главной целью и задачей этого проекта будет являться оценка и выявление, почему произошло наводнение. Так как на территории Якутска проходят два основных способа борьбы с заторами – это чернение и ледорезные работы. Все это можно отслеживать с орбиты благодаря заснимкам. И я хочу их всех сравнить по годам и выявить, что же пошло не так, что в этом году все произошло так плачевно и ужасно. До конца этого рагия я планирую как раз таки сравнить, взять больше информации, возможно даже обратиться к администрации за большей информацией, если предоставится такая возможность. Мы с детьми работаем в секции робототехники. И сегодня мы расскажем об одном из наших проектов. Проект робота-сортировщика. Робот-сортировщик у нас готовят двое ребят. Это Копытков Рома и Копытков Андрей. Они изучают проблему раздельного сбора мусора и изучают использование робототехники с целью как раз-таки автоматизировать процесс раздельной сборки мусора. Вот они эту проблему изучают и также готовят модель робота, способного производить как раз-таки сортировку объектов. В данном случае, так как это модель, она будет сортировать объекты по цвету. То есть, скажем так, при раздельной сборке мусора выделяют некоторые, скажем так, фракции. Стекло, картон, бумага, какие-то бытовые отходы, и так далее. Поэтому также и здесь получается разделение по неким таким фракциям. Вот этим вопросом они как раз и занимаются. Первый день работы лагеря мы начали совместно обсуждать проекты, предложения. То есть это мы принимали решения, и согласовывали, все равно обсуждали все вместе, каждый проект. Ребята у нас разной степенью активности, с разными возрастами. На текущий момент касаемо их проекта, вот я скажу, что уже имеется некоторая модель, она у них уже в принципе, не сказать, что уже готова, но в принципе уже может функционировать и кое-что уже получается. То есть уже наработки некоторые уже имеются. Проект Ильяны – это продукт, собственно, ее, то есть она над этим уже думала и хочет в рамках этой школы реализовать это в виде трехмерного видеоролика и проектом, то есть думает над и реализацией, сколько это будет стоить, и все это построить, потому что
даже построить метро на Земле, это сложно, а тут у нас Марс, и будем думать, как все это отправить туда, да? Откуда брать ресурсы для постройки. Она изучает пока проблему, то есть как это все построить, да? И в будущем мы через несколько дней уже попробуем сделать трехмерные модели, чтобы построить визуализацию проекта. Мой проект представляет собой метро вакуумное под Марсом. Я хочу сделать 3D-макет для своего проекта, чтобы все было наглядно видно. Ну, кресла, там внутри эти отсеки для багажа и для людей. На данный момент у меня нет макета, поскольку он круглой формы, а многие принтеры, 3D-принтеры, не могут его распечатать. Как я представляю, я хочу сделать типа промо этого поезда вакуумного, типа как он будет выглядеть, как будут посадки делаться, и там места, где будут ждать люди, там вообще полное такое видео ознакомление. Я хочу еще сделать там ветки, вообще точно по всему Марсу, чтобы было. И чтобы максимально мало поворотов было, но в то же время можно будет перемещаться